говорить сегодня. И сегодня мы перейдем непосредственно уже к прикладному обучению. Мы будем говорить об отчетности по инвентаризации парниковых газов. Перед тем, как мы перейдем к практическим упражнениям, давайте подведем итоги тому, что мы обсуждали вчера, с тем, чтобы вы имели представление о том, чем мы будем заниматься сегодня с вами в течение дня. У нас будет прикладное практическое упражнение. Наша цель заключается в том, чтобы к концу дня, чтобы участники были знакомы с интерфейсом, им могли вводить, изменять, экспортировать, импортировать данные, также создавать отчетные таблицы, связанные с инвентаризацией парниковых газов, также чтобы вы были знакомы с форматом, с интерфейсом и с совместимостью с программным приложением от MGX. И если посмотрим статью 13 Парижского соглашения, то в статье 13 Парижского соглашения указано о том, что каждая страна будет предоставлять данные об выбросах парниковых газов, и также говорится о том, что в пункте также говорится о том, что какие требования выдвигаются к национальному кадастру парниковых газов, и также приводятся требования к формату общих таблиц отчетных. Вот эти общие таблицы отчетности, они вставляются в разрезе газов и поглотителей газов, и всего таких таблиц 60, и данные по этим 60 таблицам представляются каждый год. Данные по общим таблицам отчетности, они представляются в 3 уровнях. Это у нас отраслевой уровень, это белый и оранжевый цвет. И страны будут вводить данные вот в белых и оранжевых ячейках. Потом эти данные будут в агрегированном виде представлены, в обобщенном виде представлены в секторальных таблицах и в сводных таблицах. И межсекторальных таблицах это уже таблицы зеленые и синие. То есть у нас 3 вида таблиц, с которыми будут встречаться в общих таблицах отчетности. Вот эти общие таблицы отчетности, они готовятся по 5 секторам, как мы говорили, то есть это энергетика, IPP, то есть промышленность, сельское хозяйство, потом сектор землепользования и сектор отходов. То есть данные по этим секторам, они введены на первом этапе, они в белых и оранжевых ячейках, они обобщаются сначала в таблицах секторальных, таблицах отчетности, и сначала в зеленых, потом в синих таблицах. И эти данные представляются за каждый год. То есть если вы предоставляете информацию скажем, за 5-летний период, то вам нужно будет представить набор из 60 таблиц по каждому из 5 лет отчетности. Эта иллюстрация показывает то, как выглядит наш рабочий процесс, последовательность рабочих процессов, то есть стороны производят расчет выбросов парниковых газов либо в национальной системе, либо в программе МГИК. После этого данные, полученные с помощью национальной системы или же программы МГИК, они загружаются в отчет, Да, и помогают здесь заполнять таблицы ведомости в АТО, а потом уже отправляют это в EPPC. И это вот сегодняшняя сессия у нас. И мы сфокусируемся на этой части, и мы сфокусируем внимание на инструментах отчетности РРП. И в конце этой сессии мы увидим, как мы можем сгенерировать эти АТО, СИРТИ. Это слайд, который я хотел показать вам, и позже я объясню во время презентации. Вот в наших АТО категории они организованы таким образом, что 3 измерения – это категория года и параметры категории в АТО находятся по рядам, и для каждого из ряда есть ведомость по каждому году, и параметры здесь в колонках.
Но в отчетах здесь мы видим такие же три измерения, направления, но они организованы немножко по-другому. Здесь мы видим, что они организованы в рядах, категории, каждая категория у них отдельная, в древе навигации своя часть, и здесь колонки по годам. И вы видите здесь интерфейс, и вы можете увидеть, как данные, которые вы вводите, в эти таблицы, в категории, они отличаются друг от друга. И это повтор, обзор того обязательства, когда мы говорим об инструментах отчетностях РРП. Сейчас пока я не буду говорить, об этом говорил Влад. А сейчас мы собираемся уже практически поработать и увидеть эту демонстрацию. И вот эти упражнения мы будем выполнять после инструментов кадастра. И я хотел бы также сказать, перед тем, как мы будем это проводить, тестовую версию и тестовую версию после отчетного инструментов отчетности, это позволяет нам познакомиться с инструментами лучше и предоставить обратную связь техническую секретариату. И мы еще разрабатываем в разработке находятся эти инструменты, и поэтому может возникнуть то, что могут потеря быть данных во время выпуска этих отчетов. И мы уже этот инструмент 3 раза выпускали, и финальная версия будет в июле, и поэтому пока еще не подавайте в тестовом режиме в свои данные отчетность, потому что это только для практики, а когда уже конечная итоговая версия в июле выйдет, тогда вы сможете вводить уже данные в этот отчетный инструмент. Иначе вы потеряете свои данные, и поэтому вы должны быть знать. Это все делается для того, чтобы вы познакомились лучше с этим инструментом. И мы предоставляем доступ сейчас к инструменту для тестирования. Я думаю, что вы все смогли зайти в этот инструмент. Если вы еще не получили разрешение, то есть у нас возможность войти в этот тестовый режим, так что не переживайте, если не получили разрешение. И во время этого практического упражнения я буду показывать вам, демонстрировать, и потом дам 5-10 минут для каждого упражнения, чтобы вы могли выполнить это упражнение, и вы можете задавать вопросы, если у вас возникнут во время выполнения упражнения. Если будут у вас вопросы, также во время любого упражнения задавайте вопросы, потому что до конца мы должны довести эти упражнения. Не ждите, задавайте вопросы. И эта презентация для вас, для того, чтобы следовали за упражнениями, и также полезная информация, чтобы вы взяли это с собой домой и выполнили это, да, и затем опробировали, и некоторые здесь иконки, и это полезная информация, чтобы вспомнить, о чем мы говорили вчера с вами, и есть некоторые упражнения, которые содержатся в этом презентации, и зеленые, мы видим колонки, и также в некоторых слайдах я объясню характеристики, но они для них не будут. У нас упражнения разработаны, просто дам объяснение. Перед тем, как мы перейдем к инструменту, это позволит вам зайти и узнать об этом инструменте. Здесь QR-код, вы видите справа, с верхней части. Вы можете скачать этот QR-код, и для вас будет легче следовать за упражнениями, и вы попытаетесь войти в инструмент, и вы получите доступ ко всем этим презентациям, и вы можете использовать QR-код. Я и моя коллега будем подходить к вам, смотреть, как смогли вы войти в это приложение, с учетом того разрешения, которое вы получили, авторизации. И я думаю, что и также перевод презентации можно будет QR-кодом, можно будет скачать и это и презентация этих упражнений, а также можно будет скачана из этого QR-кода, и она уже переведена, мне кажется, на русский язык, чтобы вам было легче работать. И попытайтесь сейчас войти в это приложение, используя этот веб-линк.
Если какие-то у вас трудности войти в это приложение, пожалуйста, поднимите руки, да, и мы поможем вам войти в это приложение. Я думаю, у всех у вас теперь есть доступ к программам. Если у вас доступа нет, то в аудитории есть у нас еще коллеги, в смысле, наши коллеги никуда не ходят, они могут вам помочь получить доступ. Но если вам все еще нужна помощь, поднимите, пожалуйста, руку, чтобы они к вам подошли к вашему столу и помогли вам получить доступ к этим программам. И вот это упражнение, которым мы будем заниматься сегодня. 7, всего 7 упражнений, плюс одно факультативное. Факультативное — это работа с файлами в формате JSON и совместимость с программным приложением от MGI. Сегодня мы постараемся завершить минимум 7 из 8. И мне кажется, все смогли пройти регистрацию. И обратите, пожалуйста, внимание, что доступ есть только у полномоченных. Доступ предоставляется только уполномоченным пользователям. Если у вас нету доступа, попросите вашего национального координатора, чтобы он номинировал вас как лицо, имеющее доступ, то есть с тем, чтобы вы могли уже начать работать с этим инструментом, с тем, чтобы вы могли начать работать с инструментом, быть готовы к тому моменту, когда будет готова его окончательная версия в июне. Итак, на этом слайде я объясняю, как можно работать с этими инструментами. Я теперь переключусь к в саму программу и расскажу вам, как менять настройки версии. А, вот я уже в этих слайдах, вот эти слайды я уже объяснял до этого, что здесь объяснение того, что вы можете сделать. Есть положения в части гибкости, о которых мы говорили вчера. Вот здесь они обобщены еще раз для вашего мнения, для вашего внимания. Это обобщенное тезисное изложение положений в части гибкости, которые могут использовать развивающиеся страны и члены. Из 8 положений в части гибкости, вот нижние 3, которые выделены зеленым, они уже внедрены в состав инструментов, а функциональные возможности по остальным параметрам гибкости будут добавлены уже с появлением окончательной версии инструмента. Так, давайте я сейчас снова зайду в приложение. Большинство из вас есть уже доступ к этой странице. Если вы используете Chrome как ваш интернет-браузер или Microsoft Edge, я вчера не говорил об этом, да, там есть встроенная функция перевода, и у вас появляется такое диалоговое окно в верхнем правом углу. Можно перевести страницу. Можете выбрать. Можете сказать исходный язык. И можете задать язык для перевода. Можете использовать встроенный функционал перевода с тем, что вы могли видеть. С тем, что вы могли видеть. А то, о чем говорится на экране. Вот я сейчас перевел это на русский язык, и вы можете использовать встроенную функцию перевода для того, чтобы перевести на язык, который вам удобен. Можете перевести на русский язык, или если там есть возможность, можете перевести на какой-то иной язык. Вот здесь представлен перевод с английского на русский. На русский язык. Вот пока. Давайте я сейчас вернусь изначально к английскому языку. Войдя в приложение, войдя в инструмент прозрачности,
Войдя в этот инструмент, откройте вкладку Inventories и щелкните по Create Version. У вас появится вот эта страница. И для того, чтобы создать кадастр, нужно будет Create Blank Inventory, создать новый кадастр, щелкните Start, потом выбирайте год, за который вы предоставляете информацию. В данном случае год, когда мы предоставляем информацию. Здесь я выбираю 24 год, и я хочу, чтобы это у нас стало версией по умолчанию. Поэтому у меня здесь есть кнопка, диалоговая кнопка. Я щелкнув по ней, делаю эту версии по умолчанию. И далее щелкаю по кнопке Create Inventory, создать кадастр. И вот вы можете... вот в упражнении у меня использовалось, по-моему, 2025 год. Вот здесь я выбрал версию за 2024 год, версия 0.43, и вот за версию за 2024 год, после того, как вы создадите версию, вам задается вопрос, да, о том, какие положения в части гибкости вы хотите применять. В данном случае первый вопрос, хотите ли мы применять положение в части гибкости, да или нет. В данном случае отвечаю «да», «yes», и у меня здесь далее перечисляются имеющиеся на текущий момент 3 положения в части гибкости, то есть версия, которая была опубликована в апреле, у нас есть возможность, система поддерживает 3 положения в части гибкости. Это абзац 58, абзац 57 и абзац 48. В частности, абзац 58 позволяет нам представить данные за период не на n-2, а за период n-3. Поэтому я выбрал первое положение в части гибкости, и вот в данном случае, поскольку я представляю данные в 2024 году, то последний год, за который я могу предоставить данные на основании положения гибкости, будет не 22, а 21 год. И здесь я в следующем положении, следующее положение гибкости позволяет мне предоставлять информацию не за все периоды, не за все годы, начиная с 90-го года, а позволяет мне выбрать ряд лет. Поэтому я выбираю несколько лет, 90-й, 2000-й, 2005-й, 2010 год, то есть чтобы не за каждый год выбирать, 90-й, 95-й, 2000-й, 2005-й, 2010-й, 2015-й. Я задал положение по этой гибкости, и вот далее предположим, да, что третье положение гибкости я решаю не применять. То есть я решил, что я не буду применять положение по гибкости, я буду представлять информацию по всей номенклатуре глаза. Далее. Далее мне задается вопрос о том, чтобы я задал теплотворные способности видов топлива, и далее можно задать конфигурацию по тем газам, второсодержащим газам, которые встречаются, которые не встречаются. Я могу их пропустить, и здесь по сектору сельского хозяйства можно задать информацию в разрезе, можно в разрезе либо только первый разрез — это только молочный и немолочный скот, или же другой вариант, это вариант Б, и я могу задать уже собственную национальную классификацию для скота. И по сектору земли и землепользования я могу выбрать, например, вариант Б, это когда подход основанный на запасах земельных ресурсов, и после этого, задав все эти конфигурации, я могу перейти уже к вводу данных. Я задал конфигурационные настройки версий, и теперь я могу уже после того, как я задал все конфигурационные настройки, перейти к вводу данных. Давайте мы еще раз, да? Еще раз. Задав конфигурационные настройки кадастра, вам не надо вот подробно следить за тем, что я делаю сейчас. Вам будет
предоставлено 10 минут, чтобы вы сами все эти настройки задали. То есть вам не обязательно следить за каждым шагом, который я делаю здесь. Вам будет 10 минут, когда вы сами сможете поиграться, попробовать, и мы будем ходить между столами, помогать вам. Итак, вот первое упражнение у нас. На первом шаге. Нам нужно будет создать версию и при создании версии выбрать настройки в части гибкости. Вот здесь первый вопрос. Хочу ли я применять положение в части гибкости или нет? И я в ответ на этот вопрос отдаю ответ «да, я хочу применять положение в части гибкости». И потом это ограничение имеющейся тестовой версии. У меня есть только 3 возможных положения в части гибкости, которые я могу применять. Из этих 3 положений в части гибкости я буду использовать только 2. Это первые 2. То есть это я выбрал положение, которое позволяет мне ограничиться подачей данных за период n-3. И второе положение в части гибкости, второе положение в части гибкости, оно позволяет нам представить нам данные только за избранные годы. Не за все годы подряд, начиная с 90-го года, а только за избранные годы я задаю их вот здесь вот. Следующее положение гибкости я не применяю. Потом по сектору энергетики у меня есть возможность добавить дополнительные конфигурационные настройки. Например, я могу задать дополнительную теплоотводную способность по различным видам топлива или же задать дополнительных настройках те виды топлива, которые в моей стране не встречаются. Но предположим, что я вот эту дополнительную конфигурацию по сектору энергетики я не делаю. То же самое по сектору промышленности. У меня есть возможность дополнительные конфигурации задать, ограничить спектр, например, вторсодержащих газов. Предположим, что я тоже пропущу настройки по промышленности. И вот, предположим, по сельскому хозяйству я решаю делать дополнительные настройки. Дополнительные настройки там вот две. То есть там есть, можем представить данные либо в разрезе молочного и немолочного скота, либо данные в разрезе той классификации скота, которая вот мне более удобно, да, то есть если мне неудобно делить бинарно молочный и немолочный скот, какая-то иная классификация, я могу выбрать вот дополнительную конфигурационную настройку. Следующий сектор – это сектор землепользования, и здесь в секторе землепользования я здесь выбираю подход А, основанный на методе запасов. И потом я перехожу уже, завершив эти конфигурационные настройки, я уже перехожу непосредственно к вводу данных, go to data entry. Теперь вот у меня появилась моя новая версия 0.43. Может, видите, да, что у нас создана версия 0.43. XYZ – это код по стандартам ISO для страны. Я выбрал XYZ, потому что это у нас условный пример. Потом CRT – это общая таблица отчетности. А потом 2024 – это год, в котором предоставляется отчет. И последние символы здесь – это у нас уникальный номер версии. Это вот эта информация, которую я здесь представляю, она отображена в слайдах 19 и 20 презентации. И теперь мы готовы к первому упражнению. Я вот сейчас поставлю на паузу. Сейчас я прервусь на 5-7 минут для того, чтобы вы могли уже самостоятельно выполнить эти конфигурационные настройки, создать вашу версию, новую версию вашего кадастра, задать конфигурационные настройки и посмотреть, что у вас получится, что не получится. На это мы вам дадим следующие 5-7 минут. Мои коллеги и я тоже будем ходить и спрашивать, если у вас будут какие-то вопросы. По-моему, у вас у всех получилось создать свою версию и в конфигурационных настройках задать положение гибкости. Мы можем перейти к следующему упражнению. И следующее упражнение, давайте я покажу его на экране, как это дело упражнение, а потом вы уже сможете сами проведете это упражнение самостоятельно. Я вам сейчас продемонстрирую, как это делать на экране, а потом в течение последующих 5-7 минут, как вот и сейчас было, вам нужно будет уже самостоятельно
проделать то, что я вам сейчас показываю на экране. Теперь мы создали кадастровый файл, и в нашем кадастре, как я вчера говорил, у нас обозначен номер версии вверху. У нас видно, что мы в онлайне, что данный у нас синхронизирован и в онлайне. И слева у нас также идет древо навигации. В этом древе навигации у нас есть категории, по которым мы будем представлять отчет. И предположим, что мне нужно добавить некоторые категории или указать те категории, по которым я буду представлять отчеты. Например, я выбираю вот здесь вот категории слева в навигационном древе. Потом я щелкаю по вот этой пиктограмме, которая разворачивает имеющееся меню. И помните, я вчера показывал, что нажав на плюс, мы можем добавить нужные нам категории. Вот, например, я хочу добавить как подкатегорию генерирование электроэнергии или производство электроэнергии. Вот, щелкнув на плюс, у меня появляется такая возможность. То есть там, где у вас есть возможность добавить подкатегории, у вас будет знак плюса. Обратите внимание, что такой знак плюса есть не везде. Обратите внимание, что также, нажав на плюс, я могу добавить не одну, а несколько категорий. А если я хочу удалить какую-либо из категорий, которые я добавил по ошибке, я могу нажать на кнопку вот «Удалить» и подтвердив удаление. Это вот один подход к добавлению категорий в древе навигации. Еще один подход к добавлению категорий в древе навигации – это вы можете эти категории задать здесь вот. Вот, обратите внимание, я опять щелкаю на плюс, потому что здесь я хочу добавить категории. Я добавляю 1А, 2Г8. И здесь я могу добавить еще одну категорию. Для того, чтобы добавить категорию, опять щелкаю на плюс, но в данном случае я могу задать уже собственное название. Не выбирать из заранее заданных, а могу добавить свое название категории. И здесь я, например, добавлю категорию под названием тест-1. И щелкнув по кнопке Add New, я добавляю эту категорию. И если я хочу добавить еще одну категорию, я снова щелкаю на плюс. Задаю название. И щелкаю по кнопке Add New. После того, как я завершил добавление категории, у нас, и если я, например, обнаружил, да, что при добавлении категории я ошибся с названием, вы можете изменить название категории, щелкнув по пиктограмме с карандашом. И вот это пример того, как можно задавать категории индивидуализировать выбор категорий. Вы можете категории удалять, нажав на вот эту пиктограмму с мусорным бачком, щелкнув по пиктограмме вот со стрелочкой, направленной вправо, вы можете развернуть выпадающее меню или свернуть. То есть вы можете добавлять или удалять категории, по которым вы хотите добавлять информацию. Теперь мы перейдем, вот и увидев все это, мы можем перейти уже непосредственно к упражнению, где вы сами своими силами сможете настраивать древо навигации и добавлять или видоизменять категории для целей отчета. И вот это следующее упражнение в течение следующих 5-7 минут. Это то же самое, что было в прошлый раз. Попробуйте сами добавить категории, добавить, удалять, редактировать категории. Если у вас возникают какие-то сложности, не стесняйтесь, поднимайте руки, к вам подойдут наши коллеги и помогут. На условия упражнения приведены у вас на экране. Упражнение 2А. Вам нужно будет найти в древе навигации по сектору 1А 4С3 рыбное хозяйство. Вам нужно будет добавить топливо. Упражнение 2Б. Вам нужно будет добавить
добавить дополнительную конфигурационный узел. Это неуправляемые участки утилизации отходов. И э, там следующий подпункт – это участки хранения отходов, не поддающихся разложению. Потом упражнение 20 – это добавить узел 3А, добавить пункт 3А1, А4 – это прочее. Укажите, что именно. Добавить известная порода скота. И 3А1, А4 прочее. Укажите, пожалуйста, что именно печально настроенная корова. Потом, после того, как вы добавили поле печально настроенная корова или sad cow, поменяйте название с sad cow на happy cow. Потом упражнение 2D. Удалите заданный пользователем пункт 3А1, А4. Прочее, пожалуйста, укажите известная корова, просто его удалите. По-моему, большинство присутствующих в комнате завершили упражнение 2 и добавили у нас happy cow. И мы на этом завершили упражнение 2. И можем перейти к упражнению 3. В рамках упражнения 2 мы добавили категории, по которым будем представлять отчеты. То есть мы обозначили категории, по которым будем представлять данные. А в следующем упражнении мы будем уже вводить данные по этим категориям. В следующем упражнении мы уже откроем приложение и будем в самом приложении вводить данные. Как я уже говорил, вчера есть 3 способа для ввода данных. У нас есть 3 способа ввода данных. Это, во-первых, данные ввод данных вручную, потом частичный ввод данных. И можно также вводить данные через Excel. И третий вариант – это можно импортировать данные через JSON. Это либо для импорта данных в национальной системе, либо из программного обеспечения MGX. И теперь я вам покажу, как можно вводить данные для начала вручную, а потом в рамках упражнения 3, которое мы сделаем вместе, мы прервемся на 5-10 минут, и потом мы перейдем к упражнениям 4, 5 и 6, которые мы закончим до обеда. Но перед тем, как мы прервемся на кофе, давайте мы завершим упражнение 3. После завершения упражнения 3 мы прервемся на кофе, чтобы вернуться назад в 11 и завершить оставшиеся упражнения за оставшийся час до обеда. Итак, у нас есть заданное, отконфигурированное древо конфигурации. И я теперь хочу сообщить данные по нефтехимической промышленности. Я щелкаю по сектору жидкое топливо, и я вижу, у меня вот указаны годы, которые я задал, по которым мне нужно будет сообщить данные. Помните, изначально в конфигурационных настройках в столбце у меня показаны те годы, за которые я указал в конфигурационных настройках, и белым выделены те ячейки, где мне нужно будет ввести данные. Данные можно будет ввести напрямую в этих белых ячейках, либо же есть некоторые белые ячейки, где можно выбрать данные из выпадающего меню. И также у вас есть возможность применить ко всем последующим годам. То есть, если вы хотите выбранный вами вариант ответа, чтобы он запомнился для всех последующих периодов, вы можете выбрать этот вариант Apply to Subsequent Periods. И можете здесь ввести данные по выбросам. И на основе данных, которые я ввел здесь, по выбросам, по потреблению расходов, у меня данные в зеленых ячейках рассчитываются автоматически. Вот я здесь ввожу данные по выбору метана, по выбросу метана, по выбросу N2O. И если я добавлю NE, то обратите, пожалуйста, внимание, то во всех
последующих периодах, связанных с этой ячейкой, у нас тоже автоматически проставляется NE. И следующее поле – это поглощенная величина, это величина поглощения. И здесь по умолчанию, да, по определению, эта величина поглощения должна быть величиной отрицательной. Если я введу величину положительной, то мне система покажет ошибку. Вот. Получив ошибку, мне система дает сигнал, чтобы я исправил, я исправляю данные, и введенные данные здесь у меня потом дальше проставляются. То есть в белых ячейки выделены белыми, это там, где нам нужно будет проставить нужную информацию. Это мы сейчас сделали для жидкого топлива. То же самое давайте проделаем для твердого топлива. И здесь можно выбрать. Вот данных или алгоритм ввода данных везде одинаковый. У вас белые ячейки, серые – это там, где вам данные нужно будет ввести, а серые ячейки – это там, где данные вы ввести не можете. То есть данные вы вводите в белых ячейках. И значение в зеленых ячейках просчитывается автоматически. То есть данные по жидкому топливу и по твердому топливу, то есть по два вида данных, которые я добавил, они теперь у нас суммарно проставлены в секторе нефтехимической промышленности. То есть те данные, которые я добавил в белых ячейках, они теперь просуммированы в синих ячейках. И они, то есть, будут образовывать общий итог по значению 1А1. И поскольку я ничего не добавлял еще в 1А1, то есть данные от 1А1Б будут точно равны итогу по группе 1А1. И данные из 1А1 и 1А2, 1А3, 1А4, они образуют вместе общий итог по значению по группе 1А, то же самое по 1А, 1А, 1Б, 1С и 1 и так далее, они образуют общий итог по группе 1. То есть таким образом у нас все данные, они образуют с собой подитоги, а потом эти подитоги, они образуют с собой общий итог. И мы можем перейти к третьему упражнению. Сейчас мы идем к третьему упражнению и сразу будем в это приложение вводить данные 5 минут для этого упражнения, а потом еще 10 минут, когда вы завершите упражнение, 10 минут у нас будет перерыв, а потом мы перейдем к четвертому упражнению. Сейчас упражнение третье, 5 минут, потом 10 минут перерыв, и потом перейдем к упражнению четвертому. Так, это упражнение вручную ввод данных. Напрямую в инструмент. Упражнение 3А написано. Пойти надо в 1А, 1А, 1Б. И там написано про это переработку. Нефтехимическая промышленность. Здесь жидкие виды топлива. Так, здесь надо заполнить потребление топлива в течение нескольких лет. Это несколько лет. А также надо будет заполнить значение теплоемкости и выбрать надо из списка и применить последовательно по годам, а также теплотворность, извините, это заполнить значение теплотворности. Затем надо будет записать NO для CH4, метана выбросы, и в этом списке за отчетный год надо будет, в первый отчетный год надо будет поместить. Затем надо будет ввести числовые значения для СО2, диоксида углерода, и N2O. Это упражнение 3А. А упражнение 3Б тоже надо делать, да? Вот и упражнение 3Б ниже написано. Это зайти надо, опять же, в 1А, 1Б
нефтехимической промышленности. Здесь уже твердые. Там было в первом жидкие виды топлива, а здесь твердое топливо, да. Вот. И провести также аналогичные вещи для каждого узла, как в упражнении 3А. Затем пойти в 1А, 1Б, это опять обработка, переработка, очистка нефти, и проверить агрегацию, как проходит вот эта агрегация. Я думаю, что уже большинство участников закончили упражнение 3. Теперь перейдем к упражнению 4. Да, это уже ввод данных, используя Excel. И многие из вас знакомы, работаете с Excel. И в инструментах отчетности вы можете импортировать данные также с файла Excel. Если у вас есть данные в файле Excel, вы сможете переводить эти данные в приложение через файл Excel. Да, вы вот чем печатаете эти числа, и когда вы будете впечатывать, вы можете делать это приложение. Да, но вот все данные за каждый год надо вводить. Например, за 20-30 лет, если вам надо вводить данные, то в Excel, конечно, вручную это невозможно, сложно. Вы можете использовать Excel. Вот, и следующее упражнение, которое мы хотим вам показать, как вы можете это сделать с помощью файла Excel, используя. Вот мы работаем 1А, 1Б. И здесь мы вводим данные для жидкого топлива и твердого топлива. Напрямую в приложение вводим. А что касается газовых, фтор, содержащих газы, то для того, чтобы выполнить эту работу, я могу экспортировать то, что я вижу здесь на экране, в файл Excel. И у вас такая же будет вот форма в Excel-файле. Да, и я делаю экспорт, вы только экспортируете вот эту вот ряд через вот эту сетку Excel, или вы можете экспортировать, определяя все вот где-то 6 вот этих вот видов топлива, и я могу экспортировать вторую опцию, используя, я выбираю вторую опцию, а сейчас мой Excel файл экспортирован. И затем в Excel файле то, что я экспортировал, и вот название Excel файла. Даю название. И вот в Excel файле вы можете увидеть, вы, может быть, уже множественный Excel файл вы загружаете, и вот здесь мы видим Excel файл XYZ, и здесь указано, данные интегрируются, и по времени показывают, когда я экспортировал этот Excel файл. И все категории для вот нефтепереработки, здесь вы видите данные, которые для жидких топлива, для твердых топлива также показывается отдельная ведомость, и по газообразующим топливу оно тоже показано пока еще белое, чистое. Я могу сюда вводить данные непосредственно Excel. И здесь пока не выпадают данные из Excel. И если вы вводите вот эти названия, которые должны выпасть, то это наименование будет импортировано в Excel. Я могу импортировать эти все данные. Я ввожу данные для разных множественных рядов, линий в Excel.
И выбросы. Также здесь, например, я отрицательное значение хочу ввести по выбросам, то здесь я ввожу в Excel, но оно не будет импортировано в инструмент, потому что мы негативные не можем для Excel вводить, чтобы они потом переходили в этот инструмент. И для фактора здесь не рассчитано в Excel файле, и здесь зеленый мы видим ячейки зеленого цвета, она не рассчитывается в Excel. Когда мы импортируем этот файл в приложение, я вот записываю слово, там вот у нас ячейка, где мы документацию записываем. Предполагаем, что я как будто ввел все данные в Excel, и я посылаю этот Excel-файл, и когда вы работаете с этим Excel-файлом, вы не должны добавлять какие-нибудь колонки или убирать какие-то ряды, иначе вы не сможете импортировать. Вы сможете только добавлять или удалять в белого цвета ячейках Excel. Да, да, для зеленых ячеек вы ничего не добавляете, не убираете, а только белые. Сейчас я сохраняю этот файл. Я возвращаюсь к приложению. Это для газообразных топлива, и у меня пока еще нет никаких данных. У меня есть только для газовых в Excel есть видов топлива, и затем вы выбираете опцию, которая 3 дот, и в Excel файле. Сейчас я импортирую этот файл в приложение. И сейчас вы можете увидеть данные, которые ввел в Excel, они импортированы для газового топлива в приложение, инструмент приложения. И что касается выбросов, я ввел негативные значения, и эти значения не были импортированы. И я пойду в лог-файл, проверю, и потому что он связан с лог-файлом. Вы заходите в лог-файл, проверяете. И в лог-файле вы увидите, что все эти числа, которые были импортированы, все эти числа не импортированы, и -3, который я ввел, вот, он не был импортирован, потому что это не было импортировано, только положительные значения могут в эту ячейку импортироваться, а то было отрицательное. И вы можете зайти в лог-файл и увидеть, какая причина, почему не было импортировано. Остальные все правильные значения, величины, они импортированы. Да, и здесь написано, что частично успешно прошло импортирование. И вы должны смотреть импорт, вы должны смотреть в лог-файле, потому что эти данные еще не сохранили, потому что это пока предварительное условие. Если вы не хотите, вы можете сохранить, а если вы будете довольны этими данными, вы можете нажать на «Сохранить», и данные будут сохранены и синхронизированы. А если вы недовольны, то вы не сохраняете. И данные сейчас синхронизированы. Все эти данные, которые ввел в Excel для газообразного топлива, и теперь они импортированы в приложение. А второе упражнение говорит об экспорте и импорте данных Excel файла. И сейчас мы идем к упражнению 4, которое говорит о том, как работать с файлом Excel в отношении импорта и экспорта. Вот данных с Excel, экспорт и импорт упражнения. Мы можем еще 5 минут поработать в этом упражнении по Excel. И после этого еще у нас будет 2-3 упражнения, которые будут опираться на это упражнение. Мы будем работать с этим кадастром. Да, и вот это упражнение по экспорту и импорту в Excel файлах.
После того, как вы, или когда вы импортируете данные в Excel, вам, вам нужно будет указать данные по газу и топливу. Вот это синяя ячейка, это значит, данные по ней появляются в результате расчетов. Синие и зеленые ячейки – это ячейки, где данные появляются в результате расчетов внутри файла. И если вы хотите импортировать данные, эти данные вам нужно вводить в белых ячейках. Вот если вы импортируете данные из 1А вам нужно будет вводить данные в рабочей тетради fuel and gases в соответствующей рабочей тетради. Я думаю, можно перейти к следующему упражнению. Наше следующее упражнение посвящено редактированию наших конфигурационных настроек после ввода данных по кадастру. То есть могут быть случаи, когда вот вы внезапно осознали, что в конфигурационных настройках вам нужно будет что-то поменять. И в настройках версии, в конфигурационных настройках версии, вот эти настройки версий и вот эти конфигурационные настройки версии вы всегда можете впоследствии поменять. Вот в этой версии, в которой вы работаете, в рамках той версии, в которой вы работаете, вы можете поменять настройки этой версии. Если вы хотите поменять настройки версии, обратите внимание, запомните номер вашей версии, да, это 0.43. Я открываю вкладку Inventories и ищу версию 0.43b. Как правило, она будет верхней, то есть ваша последняя версия, над которой вы работали, она будет первой в списке, версия 0.43, на которой я работаю. И если я хочу поменять конфигурационные настройки, я щелкаю по пиктограмме шестеренки, и у меня потом появляется возможность вот Edit Version Settings, то есть возможность отредактировать конфигурационные настройки. И теперь у меня конфигурационные настройки появляются, и теперь я могу изменить. И я могу выбрать уже скорректированные конфигурационные настройки. Предположим, в прошлый раз я не использовал положение гибкости по фторсодержащим газам. А вот теперь я, предположим, да, решил поменять свое мнение, и что я решил воспользоваться положением гибкости по фторсодержащим газам. Поэтому я выбираю соответствующее меню в конфигурационных настройках, выбираю NF3 на экране настроек. И я могу менять любые другие конфигурационные настройки по сектору землепользования, могу сделать настройки. И вот здесь, например, у меня, например, указать, что у нас то по вторсодержащим газам у меня дополнительные какие-то конфигурационные настройки. Например, по каким-то гидрофторуглеродам я хочу поменять поле на NO, как non-occurring, да, то есть не встречается. Я могу это задать. Вот по гидрофторуглеродным я выбрал NO, то есть не встречается. И если я выберу, например, газы SF3 и NF3, и по этим газам я буду уже тогда, у меня появится возможность представлять информацию. Сохранив эти настройки, я могу вернуться в экран ввода данных. И теперь мне система показывает те изменения, которые я сделал. Если меня эти изменения устраивают, я могу нажать утвердительно, и save and go to data entry, то есть сохранить настройки и перейти к экрану ввода данных. То есть здесь у меня идет сводные данные. Я, то есть, добавил положение гибкости по вторсодержащим газам и по вторсодержащим газам я добавил положение гибкости и выбрал, какие именно вторсодержащие газы я буду, по каким вторсодержащим газам я буду представлять информацию. То есть все эти настройки я, помните, поменял по сектору землепользования, по сектору IPPU, и вы увидите, что у нас теперь в разделе землепользования у нас были добавлены поля вот SF6. Мы теперь видим CF6 и
у нас видим под CF6, например, у нас отображается комментарий NO, как не наблюдается, а по тем другим видам фторсодержащих газов я вижу, у меня стоит пометка FX. FX – это отметка отмечает, что мы решили использовать положение гибкости. То есть это пример того, как мы можем впоследствии изменить конфигурационные настройки. То есть у нас есть упражнение, мы сначала задали конфигурационные настройки, стали вводить данные, а потом впоследствии решили поменять эти конфигурационные настройки. Вот мы видим, что мы задали значение NO, non-observable, для одного вида фторсодержащих газов, а для двух выбранных нами групп фторсодержащих газов у нас появляется возможность для ввода данных. Теперь мы можем сделать упражнение 5. Пятое упражнение вот как раз посвящено редактированию конфигурационных настроек. И прочитайте, пожалуйста, условия упражнения. Условие упражнения называется следующим образом, или упражнение называется следующим образом: редактирование конфигурационных настроек. Откройте вкладку Inventories и обратите внимание на номер версии, с которой вы работаете. Потом перейдите в окно редактирования конфигурационных настроек по Inventory. Выберите возможность ответа «On» для положений в части гибкости. То есть на экране настроек положения гибкости выберите положение «On». Если раньше оно у вас было «Off», меняйте его на «On». Это по абзацу 48. Да, это абзац 48 касается отчетности по фторсодержащим газам, по гидрофторуглеродам, по гидрофторуглеродам и по перфторуглеродам. Выберите там настройки «On», которые говорят о том, что вы выбираете положение гибкости. Потом выберите, что в отношении газов SF6 вы будете применять положение гибкости, щелкните кнопку Next, и у вас откроется конфигурационные настройки для сектора землепользования. Потом в секторе землепользования выберите вариант On для того, чтобы указать, что поле для ввода данных по газу SF6 у вас появилось во всех нижестоящих подразделах. После этого щелкните на Go to Data. And Go to Data – это вы уже перейдете непосредственно к вводу данных по вновь появившимся полям. Выберите 2G1 и проверьте, было ли у вас добавлено поле для SF6 в качестве раздела в последующих разделах, в качестве подраздела вот на нижестоящих уровнях. И проверьте, пожалуйста, чтобы у вас там было проставлено FX положение или индикатор, означающий, что вы выбрали применять положение в части гибкости. Я думаю, что сейчас и все вы завершили упражнение, и я хотел бы. И еще несколько у нас упражнений осталось, и также вот мы большую часть времени использовали, и вот еще есть упражнение на слайде, и вы можете вернуться все время к презентации, вы можете следовать, смотреть на презентации, следовать этим упражнениям. Но есть еще одно упражнение, которое я хотел бы с вами вместе сделать, это то, что мы генерировали, и поэтому мы вот это упражнение сделаем, а остальное вы сами будете презентацию отслеживать и сами упражнения попрактикуйте, но я здесь еще завтра с вами буду, и вместе можем поработать. И до обеда, перерыва на обед, я хотела попросить, чтобы вы это упражнение сделали, чтобы вы смогли закачать CRT, это АТО, это формат для отчетности, для отчета с данными. И этот инструмент поможет вам сгенерировать АТО, CRT по-английски, и CRT, и вы сможете генерировать АТО. И для этого вначале надо пойти вот сюда, Reporting Tools, выбираете год, и затем экспортируете оттуда данные. И я выбираю года, по которым я хочу экспортировать данные. А затем я выбираю секторы, по которым я хочу тоже, чтобы вот эти таблицы в отчете отражали
сектора. Я вот выбираю сектора, и потом здесь выбираю отдельные таблицы, которые появятся, и я нажимаю на Apply, применить, и здесь я смогу скачать все отчетные таблицы, и здесь вы видите, что таблицы, которые я скачал, и здесь они могут быть в файле, и он содержит здесь, я один скачал файл, и сейчас инструмент показал отчеты вот с теми данными, которые ввел. Да, и я здесь для вторсодержащих газы, а также для выбросов и для сжигаемых газов. Я здесь показал данные, и они отражаются в соответствующих отчетах. И все эти отчетные таблицы вы здесь увидите. Все эти отчетные таблицы представлены, и они генерируются приложением. Я сам не вводил никакие данные, это все было сгенерировано программой. Да, но также у меня для F6 данных для топлива, и мы вводим NO, потому что у нас нет, и все эти данные оставшиеся таблицы введены, и вот эти таблицы были пустые, а как вы ввели эти данные по секторам, по топливу, по всем видам, и они заполнены. И сегодня мы вводили данных, и вот еще кажется, что эти таблицы у нас еще пустые, у нас недостаточно данных, а когда у вас будут все данные, тогда вот эти таблицы будут выглядеть полными. И как последнее упражнение вот до обеда, и вот попробуйте, посмотрите, как вы можете использовать ваши таблицы по экспорту, импорту, и как эти данные у вас экспортируются.